1 миллион жителей республики привились первым компонентом вакцины от коронавируса. На Зауралье продолжает тушить лесные пожары. На еженедельном оперативном совещании глава Башкортостана Ради Хабиров отметил, что автопарк спецтехники Госкомитета ПЧС будет обновлен, чтобы в будущем эффективнее бороться с огненной стихией. О чем еще говорили на главной планерке недели, расскажет наш корреспондент Азат Садриев. С начала августа к Зауралью приковано внимание всех жителей республики. В течение недели один за другим вспыхивали леса в Бурзянском, Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском районах. Только в один Хайбулинский район на борьбу с огненной стихией приехали 1500 пожарных и спасателей, 2000 волонтеров со всего Башкортостана. Локализовав один очаг, группировку сил и средств перебрасывают в другую горячую зону. На сегодняшнее утро и вчера вечером уже было 3 основных очага пожара локализовано. Мы очень, конечно, благодарны нашим соседям и всем жителям нашей республики, которые принимали активное участие. Ради Хабиров тоже отметил вклад огнеборцев и добровольцев. Между тем, дознаватели МЧС выявили очаги, возникшие из-за умышленного поджога. Полиция задержала подозреваемого мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Чтобы эффективнее тушить лесные пожары в будущем, глава Башкортостана дал поручение приобрести дополнительную спецтехнику. Вы обратили внимание, климатическая повестка, она становится очевидной. У нас очевидно, каждое лето все жарче, жарче. Видите, нету никаких осадков. Я полагаю, что нам нужно готовиться к каким-то событиям, чтобы мы были более технически укреплены. Пока в одних муниципалитетах борется с огнем, в других ликвидирует последствия урагана. 4 августа под удар стихии попали сразу несколько районов. В Чекмагушевском сильные порывы ветра сорвали кровлю с 11 домов. 9 из них уже отремонтированы. Еще 2 многоквартирных дома восстановят до ближайших выходных. Планируем до конца недели, потому что она там полностью разрушена. Это площадь по 1000 квадрат каждый дом, Райфарис. Кроме этого, мы по частным дворам прошлись, людям помогаем, какая нужна помощь техникой. Также будем оказывать, выявляем причины, материальную помощь оказывать будем. У нас и Бирск, соответственно, и Бакалы, и Чекмагуш, и, соответственно, Дюртюли. Там довольно сложная была ситуация. Уважаемый глава, я вас благодарю за то, что оперативно этим вопросом начали заниматься. Поэтому помощь мы здесь вам обязательно окажем. Завершайте только побыстрее. Ради Хабиров рассказал и об итогах рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Абзелиловском районе. Глава государства поддержал инициативу строительства карбоновых полигонов, где будут мониторить выбросы углеродов. Дополнительное финансирование из федерального бюджета выделят на возведение в Уфе студенческого кампуса. Новые объекты получат уфимцы к 450-летию столицы. В целом я доложил, что республика развивается, промышленность довольно активно развивается. Вы знаете, мы занимаем первое место в стране по реализации промышленной политики, поэтому, на мой взгляд, вот нам всем было не стыдно докладывать главе государства. Разговор зашел и о профилактике распространения коронавируса, и сегодня региональный Минздрав доложил, что 1 миллион жителей республики сделали первую прививку, из них 782 тысячи человек полностью завершили вакцинацию. Также стало известно, что в Уфу прибыла первая партия из 17 тысяч доз однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». Мы им рекомендуем это для ревакцинации и для тех, кто перенес заболевание ковид, и вот для первичной вакцинации. Поэтому нам очень хотелось, чтобы побольше было этой вакцины. Экватор до приобретения коллективного иммунитета пройден. Для этого нужно, чтобы привились 1 миллион 900 тысяч жителей республики. Ради Хабиров попросил не сбавлять темпы работы и уделить особое внимание вакцинации пожилых людей. В Башкортостане жертвами ковида уже стали 847 человек, и абсолютное большинство из них – это люди старше 65 лет. Также в ходе еженедельного оперативного совещания обсудили модернизацию сети железнодорожного сообщения в регионе и представили статистику обращений граждан через платформу обратной связи, которая является одной из информационных систем Центра управления республикой. Количество поступающих вопросов с каждым днем растет, как и температура на улице. Всю неделю в республике будет стоять сухая, жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до 34 градусов тепла. На этом фоне чрезвычайная пожароопасность сохраняется в южных районах Башкортостана. Осадки не прогнозируются, а значит, огнеборцев, спасателей и волонтеров, которые борются с лесными пожарами в Зауралье, ожидает горячая неделя. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Булат Садриев, Родион Матвеев и Азат Тузбеков. Новости Уфа.